Современные биотехнологии сыграют большую роль в качественном улучшении жизни человека, развитию экономического роста стран. Посредством биотехнологий получают новые средства для диагностики, вакцины, продукты питания, лекарства. О биотехнологиях Якутии и об их перспективах мы сегодня говорим с нашими гостями. Рады представить вам ведущего эксперта лаборатории биотехнологий Евгений Попов и частный биотехнолог Анастасия Петрова. Доброе утро, уважаемые гости. Доброе утро. Ну, пожалуй, давайте начнем все-таки с понятия, что же такое биотехнологии, чтобы понять нашим телезрителям, о чем мы будем дальше говорить. Хорошо. Биотехнология – это такое понятие, это очень обширное понятие. Сюда включаются все манипуляции с живым царством и растительным. Если человек придумывает новые методы сохранности сена, это биотехнологии. Если человек работает с генами, их редактирует, создавая новые штаммы, породы, сорта, мутантные линии, это тоже биотехнология. Поэтому биотехнология – такой огромный спектр различных возможностей. Вот. Сейчас биотехнология занимает второе место после IT-сферы во всем мире. То есть даже американцы уже делают такие опыты по выращиванию конечностей у крыс. Вот. У нас в России тоже биотехнология начинает развиваться, идет пока медленно, но каждый год ускоряется. У нас есть очень хорошие такие проекты, стартапы. Например, это биопринт. Ребята из Сколково научились выращивать органы на 3D-принтере. Они делают программу, составляют орган, запускают туда клетки, клетки начинают дифференцироваться, потом вот этот каркас растворяется и получается целостный орган. Когда говорят о принтере, аж становится немного необычно. Недавно смотрел фильм о недалеком будущем. Ну что, может, напечатаем пиццу сегодня, да, и вот, возможно, скоро нас это тоже ждет. Это тоже биотехнологии, да? Тоже биотехнологии. Но чем занимаются якутские биотехнологи? Вот непосредственно в каких направлениях они работают? У нас также развивается, у нас есть разные институты поддержки, вот, в частности, технопарк, Якутия, у нас есть лаборатория. У нас очень много проектов, начиная с эпидермиса кожи, механизмы регенерации кожи, занимаемся матриксом. Вот. И такие более-менее частные проекты. Вот Анастасия более подробно расскажет. Да, над какими проектами сейчас работаете? Ну, во-первых, мы работаем с клещами. Это наш проект, который мы очень долго работаем. Именно фитосииды. Вот. И я туда вообще начала ходить тогда, когда в прошлом году я занималась хомусом, стала хомусистом-импровизатором в этой области, и потом постепенно погрузилась в эту науку. Вот. Как так вы погрузились? Как из одной области перешли в совершенно другую? Ну, началось все это с того, что я, получается, когда занималась хомусом, я участвовала в научно-практических конференциях. Постепенно меня затянуло в науку, и я решила увлекаться биологией, химией и вообще вот биотехнологией. Бросили хомус и ушли в науку. Ну да, можно и так сказать. Да, можно и так сказать, да. А что за проект такой? Ну, проект, в общем-то, очень перспективный, потому что... Что он из себя представляет? Вот клещи, они же, получается, наносят очень большой вред растениям. И, в общем-то... Я подскажу, да? Ну, давайте, да. Есть разные виды клещей. Мы рассматриваем клещи вредителей сельскохозяйственных культур. Их очень много, они грызут, высасывают своим ротовым аппаратом растения и приносят колоссальный вред. Даже те же самые зерновые клещи пожирают зерно, также там размножаются и выделяют продукты своей жизнедеятельности. Вот. И есть такие клещи, фитосииды, которые являются хищниками. Вот. Они живут 21-29 дней и очень быстро размножаются, и тем самым они контролируют численность вредных клещей. Клещи питаются клещами? Да, клещи убийцы других клещей. Интересно, вот наверняка есть какие-то определенные, может быть, сложности вообще вот в работе в целом. Вот все новое всегда дает сложности. Вот. У нас, например, мы ищем историю успехов и, например, находим их в других странах, в России. И это нас вдохновляет и заставляет заниматься тем, чем мы занимаемся. Ну и если очень коротко, пожалуй, последний вопрос. Вот ваше мнение, насколько биотехнологии в Якутии распространены с другими регионами? Она очень сильно развивается. Хочу сказать, что именно биотехнология – это будущее. Одно из тех 3 направлений,
которые очень важны именно у нас, учитывая нашу специфику, наш регион. И нам нужно поднимать биомедтехнологию. Что ж, спасибо вам, уважаемые гости, что пришли к нам этим утром. Пожалуйста. Анастасия, мы вам желаем успехов в реализации вашего проекта и удачи вам, Евгений. Спасибо большое. Отличного дня вам сегодня Вам и тоже. отличного настроения.